сердечно. Так работает же все в эфире. Прибор. Выключаем. Андрюша, до свидания, Дарик. Поднимай. Устал работать. Рука бойца холодно стала. Это последнее. Никто же не предупреждал. У меня тоже, кстати, ходим. Звуковые тоже набирают. Надо работать резервом. Вон там, собственно говоря, эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Шли годы. Это у меня хорошая, мощная батарейка, но терпение гораздо меньше. А что это такой старый? Нет, я, конечно, скоротал бы сейчас время с удовольствием, если был бы телефон, но как раз тот случай, когда он был на интернете, что я все равно попадаю. Вот. Лошадь. Надо вот им платить, не приходится. Это почать. А у вас лайки как это? Я сказал, что вернется. Добрый день. По традиции начнем с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Сегодня состоится с участием руководства Министерства иностранных дел России церемония открытия выставки архивных материалов, которая будет посвящена 40-летию установления российско-гренадских дипломатических отношений. На мероприятие приглашены представители аккредитованного в Москве дипкорпуса, общественно-политических, научных, культурных кругов, средств массовой информации. В рамках экспозиции планируется представить документы и фотографии, которые рассказывают об истории связи между нашими странами. Начало было положено, я имею в виду, отношениям, совместным коммюнике об обмене дипломатическими представительствами между Советским Союзом и Гренадой. Подписано оно было в 1979 году, 7 сентября. Напомню, что отношения между двумя государствами выстраиваются на прочных традициях дружбы, солидарности, взаимовыгодного сотрудничества. Гренада – наш перспективный партнер в Карибском регионе, причем не только в двустороннем формате, но и по линии CARICOM. Разделяя приверженность принципам многосторонности, уважения международного права, мы конструктивно взаимодействуем и в Организации Объединенных Наций. Также активно прорабатываются совместные перспективные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической областях. Также укрепляются связи по линии гражданского общества, важным элементом которых является ежегодный медиафорум «Россия-Карибы». Проходит он именно на Гренадской площадке. 12-13 декабря в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Никарагуа. И 13 декабря пройдут его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление. Министры рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних партнерских связей, политического диалога, пути расширения сотрудничества на различных направлениях, совершенствования договорно-правовой базы, наращивания взаимодействия на международной арене. Хотела бы еще раз вам напомнить то, о чем мы уже говорили неоднократно. Никарагуа – стратегический партнер России в Латинской Америке. К сожалению, это государство превратилось в объект
объект открытого давления со стороны внешних сил, которые пытаются диктовать свою волю народу Никарагуа. Мы солидарны с руководством этого государства и решительно осуждаем любые формы иностранного вмешательства и санкционного давления в отношении суверенных стран. Напомню, также, что визит, который запланирован на упомянутые даты, приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. И в рамках празднования этой знаменательной даты 13 декабря в 17:00 в медиа-центре парка Зарядье будет открыта экспозиция архивных материалов и видеохроника, а также фотовыставка «Никарагуа сегодня» российского фотографа господина Ковальчука. 13 же декабря в особняке, Доме приемов Министерства иностранных дел России, состоится презентация книги мемуаров Виталия Ивановича Чуркина, которая называется «Трудности перевода». Над этим произведением мне посчастливилось уже ознакомиться. Такая была предоставлена возможность семьей с этими материалами. Так вот, над этим произведением Виталий Иванович работал в течение нескольких лет, вплоть до своего безвременного ухода из жизни. Церемонию, в которой примет участие вдова дипломата Ирина Евгеньевна Чуркина, откроет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Как вы знаете, Виталий Иванович Чуркин прошел уникальный профессиональный путь от переводчика до чрезвычайного полномочного посла. Он активно работал на американском направлении, много сделал для становления информационной службы Министерства иностранных дел России, занимал должность заместителя министра, участвовал в урегулировании кризиса на Балканах в качестве спецпредставителя президента Российской Федерации, а также был послом России в Бельгии, Канаде и вел непростые переговоры о взаимодействии в Арктике. Большой интерес для читателей будет представлять раздел книги, посвященный работе Виталия Ивановича Чуркина в качестве постоянного представителя России при ООН. На период его пребывания в этой должности пришлось немало острых международных событий, в том числе и события 2008 года в Закавказье, иностранная интервенция в Ливию, гражданская война в Сирии, внутренний конфликт на Украине, воссоединение Крыма с Россией. Он принимал личное участие в согласовании многих исторических документов, и его голос по праву стал просто ассоциироваться во всемирной организации с голосом нашей страны. И отличительная черта этой книги – это эволюция становления дипломата, человек, который только начинает свой карьерный и жизненный путь, анализирует происходящие события через призму исторических событий в нашей стране, через тот опыт, который он приобретает, работая за рубежом. Эта книга действительно будет весьма интересна и полезна для тех, кто изучает международные отношения. 16 декабря пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве. Состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов, включая проблематику политического урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, нормализация обстановки в зоне Персидского залива. Также предполагается обсудить перспективы дальнейшего развития дружественных связей и многопланового взаимодействия России с арабскими государствами в двустороннем и коллективном форматах. Переходим к сюжетам современном и актуальном международной повестке. Ситуация в Сирии. Наиболее сложная обстановка в этом государстве остается в неподконтрольных правительству районах, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу реки Ефрат. За Ефрате мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением меморандума от 22 октября. Работа ведется по двум направлениям: предотвращение рецидивов боевых действий и выправление гуманитарного
военного положения. Для решения первой задачи был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией, также налажено регулярное совместное патрулирование. Создана демилитаризованная зона по периметру района операции «Источник мира» и функционирует российско-турецкий координационный центр. На гуманитарном треке российские специалисты оказывают медицинскую помощь мирным жителям, порядка 3000 пациентов. Также проводят акции по раздаче продовольственных наборов нуждающимся общим весом около 5 тонн и восстанавливают объекты воды- и электроснабжения. В этой связи мы обратили внимание на доклад УКГВ ООН, посвященный ситуации в расположенном на северо-востоке страны лагере беженцев Аль-Хауль. Как вы знаете, за его судьбой мы пристально следим. ООНовцы отметили стабилизацию обстановки. Этого удалось добиться во многом благодаря усилиям правительства Сирии. Работающие в Заефрате гуманитарные организации быстро восстановили минимальный необходимый уровень медицинского обеспечения в Аль-Хауле и налаживают устойчивый гуманитарный доступ в лагерь. В настоящее время там проживают около 69 тысяч человек. Несколько сотен внутренне перемещенных лиц уже вернулись в места своего постоянного проживания на подконтрольные сирийским властям территории. В Идлибе обстановка остается сложной. Террористы не прекращают обстреливать близлежащие районы, подвергая угрозе мирных жителей. Внутри и снаружи до зоны деэскалации. Каждый день отмечаем порядка 40 атак. Например, 4 декабря джихадисты обстреляли спортивный клуб в Тель-Рифаате, это провинция Алеппо. Там погибло 8 детей, 13 получили ранения. Днем ранее в результате еще одного инцидента на юге Алеппо погиб 6-летний мальчик. Его мать и 2 братьев серьезно пострадали. Мы вновь подчеркиваем, что идлибская проблема не решится, пока там правят бал террористы. Вчера в Нур-Султане, как вы знаете, завершилась 14-я международная встреча по Сирии в астанинском формате. Напомню, что совместное заявление России, Турции и Ирана опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России. Динамика работы этого формата наглядно свидетельствует о его востребованности и эффективности. Астанинский формат объединил не только тройку стран-гарантов, еще раз, Россия, Иран и Турция, но также сирийские стороны. Это правительство и вооруженная оппозиция, а также ООН, арабских соседей Сирии, Иордания, Ливан и Ирак. И, как ожидается, участники мероприятия подробно обсудят обстановку на земле в Сирии, борьбу с терроризмом, решение насущных гуманитарных задач, оказание помощи в возвращении беженцев, укрепление мер доверия, включая освобождение насильственно удерживаемых лиц и продвижение процесса политического урегулирования. Это тема, которая уже была рассмотрена в ходе заседания формата и будет также отслеживаться участниками этого формата и далее. 21 ноября сирийские власти при посредничестве российских военных освободили 120 заключенных, что является важным гуманитарным жестом. Сирия продолжает восстанавливать экономические и общественно-политические связи с арабским окружением. В ближайшее время планируется начать экспорт сирийских цитрусов в Ирак. Поставка будет осуществляться наземным транспортом через недавно возобновивший свою работу пограничный переход Абу-Кемаль. Руководство Союза журналистов Сирии приняло участие в состоявшемся в Эр-Рияде заседании Арабского союза журналистов. Местные комментаторы указывают, что для официальных сирийских лиц данная поездка в Саудовскую Аравию стала первой за последние годы. Делегация сирийских парламентариев приняла участие и в состоявшемся в Риме заседании Парламентской ассамблеи Средиземноморья. Она была посвящена борьбе с международным терроризмом. Сирийский частный авиаперевозчик Шам Вингс в середине месяца возобновляет полеты в Западную Европу. Напомню, они были прерваны в 2012 году. Рейсы в Берлин будут осуществляться дважды в неделю из международного аэропорта Дамаска. А на следующий год предполагается также начать летать и в Дюссельдорф. Ирак. С начала октября в Багдаде и ряде шиитских провинций Ирака продолжаются массовые протестные выступления. Изначально они проходили под социально-экономическими лозунгами, носили мирный характер, однако затем акции стали приобретать
политическую окраску, а в некоторых районах Ирака, в том числе и в столице, имели место нападения на правительственные объекты и штаб-квартиры политических партий. Это спровоцировало столкновение манифестантов с силами правопорядка, что, по информации из различных источников, привело к гибели около 400 человек. Более 15 тысяч получили ранения. Принятые иракским правительством во главе с Абдель-Махди меры, которые были направлены на стабилизацию ситуации, не смогли снизить градус социальной напряженности. В результате премьер-министр страны объявил о своем намерении уйти в отставку, а 1 декабря парламент Ирака утвердил его прошение при том понимании, что правительство пока продолжит работу в качестве переходного. В настоящее время президентом страны ведутся активные консультации с основными парламентскими блоками по кандидатуре нового главы Кабинета министров. Мы рассчитываем, что по их итогам удастся в отведенные Конституцией Ирака сроки выйти на консенсусное решение и, собственно говоря, тем самым не допустить возникновения вакуума власти. Он опасен обострением внутриполитического кризиса. Со своей стороны поддерживаем действия иракских властей, которые направлены на налаживание национального инклюзивного диалога на основе учета интересов всех этноконфессиональных групп населения страны и запуск социально-экономических преобразований. Мы также призываем все иракские политические силы к проявлению сдержанности и вновь выражаем уверенность в том, что вопросы национальной повестки дня должны решаться самими иракцами исключительно в рамках правового поля и без вмешательства извне. Мы надеемся, что иракский народ, к сожалению, который мы теперь уже по праву называем многострадальным, не окажется в очередной раз заложником чьих-то политических игр и амбиций извне, а Ирак не превратится в арену сведения счетов между внешними игроками. Латинская Америка, ситуация в Венесуэле, вокруг нее. Мы регулярно, как вы знаете, подробно комментируем динамику развития внутриполитической ситуации в Венесуэле. Хотя она остается, конечно, сложной, появляется надежда на нахождение и политического решения, которое связано прежде всего с деятельностью круглого стола национального диалога. Переговоры ведутся обстоятельно, постепенно приобретая все более инклюзивный характер. Один из центральных вопросов на повестке дня – определение направлений, модальности предстоящего электорального процесса. Их успешное согласование сделает возможным организацию в следующем году выборов в парламент Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны и демократическими принципами и нормами. Мы обратили внимание, что в венесуэльском обществе растет отторжение конфронтационных подходов со стороны населения и ширящегося круга политиков, в том числе из оппозиции. По последним социологическим опросам, порядка 70%, если быть точным, 67%, готовы проголосовать на выборах, а более 70%, 72%, называют неправильным бойкот будущего волеизъявления. Это положительная тенденция. Мы рассчитываем на ее сохранение. К сожалению, в Вашингтоне даже не думают отказываться от своей линии на свержение законного венесуэльского правительства. Об этом говорят открыто. Несмотря на некоторое смягчение риторики, все же продолжаются попытки дестабилизировать Венесуэлу изнутри. Также расширяются противоправные санкции. Не требует доказательств тот факт, что упорно вводимые Белым домом односторонние ограничения не приблизили антиправительственные силы к власти, зато серьезно усугубили экономическую и гуманитарную обстановку в этой стране. Если бизнес так или иначе каким-то образом может приспособиться к существованию в условиях санкций, то гражданское население, имеется в виду обыватели, особенно люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, это малоимущие, больные, дети, нет, им чрезвычайно сложно. И, конечно, антигуманность американских ограничительных мер очевидна. 3-4 декабря в Лондоне состоялся саммит организации, которая
по признанию некоторых ее членов, живет без мозга. Речь идет о НАТО. Это было 70-летие структуры. Казалось бы, юбилейное мероприятие может стать хорошей возможностью критически взглянуть на содеянное, задуматься о соответствии целей, задач Североатлантического альянса современной геополитической ситуации и осмыслить отношения с основными партнерами, соседями, другими игроками. Ну, в общем, поразмышлять о перспективах. Но, как мы знаем, поразмышлять можно, когда есть чем. Вместо того, чтобы всерьез заняться поиском ответов на реальные проблемы, а их немало, и стоят они сегодня перед всеми странами мира, и самое главное, что, мне кажется, уже очевидно просто даже не специалистам, что справиться с ними в одиночку невозможно, Альянс вновь на первый план вывел некую вымышленную российскую угрозу, хотя досталось и другим регионам мира тоже. А в составленном в Лондоне списке российская угроза идет впереди даже международного терроризма, незаконной миграции и кибервызовов. Ну, в общем, еще раз хочется сказать, что после этого вопросы о состоянии здоровья Североатлантического альянса появляется все больше. Продолжена взята еще на саммитах в Уэльсе, Варшаве, Брюсселе линия на повышение градуса напряженности и обеспечение доминирования НАТО во всех операционных сферах: на суше, в воде, в воздухе, киберпространстве. Теперь добавился еще и космос. Там все вопросы они решили. Сейчас будут налаживать ситуацию в космосе. Союзники взяли, как мы поняли, под козырек в ответ на американские требования повысить военные расходы. Я напомню, они и так составляют больше половины общемировых и более чем в 20 раз превышают российские. То есть в качестве основной угрозы определена угроза из России, при этом уже на сегодняшний день военные расходы этой структуры в 20 раз превышают соответствующие расходы Российской Федерации. Альянс рассматривает возможность выйти за пределы своей географической зоны ответственности. Вот, в частности, в фокусе внимания и оказался, как выразились партнеры по Альянсу, поднимающийся Китай. Расширяется вовлеченность НАТО в сферы информационно-коммуникационных технологий, новых технологий. В отношении России Альянс упрямо продолжает действовать по тем рецептам, которые были определены еще в 60-е годы прошлого века. Речь идет о подходе, он получил название двойного подхода по формуле «сдерживание плюс диалог». В том, что касается сдерживания, у НАТО энтузиазма всегда в избытке, активно реализуются планы по повышению боеготовности войск, а также их переброскам, развертыванию вблизи российских рубежей. Растут и размах, количество провокационных учений, маневров. Вот по части диалога дела обстоят намного хуже. Я напомню то, о чем вы знаете уже. Сотрудничество, имеется в виду практическое сотрудничество, в том числе по линии военных, вот уже 5 лет заморожено. Заморожено не по российской инициативе. Из Лондона мы услышали только старые добрые формулировки об, цитирую, угрозах безопасности с Востока, говорить о готовности к нормализации отношений. Так было сказано, так было заявлено в ходе юбилейного саммита. Вот цитирую: только если Россия изменит свое поведение. При этом ничего делать самим для деэскалации военно-политической напряженности не предполагается, как мы поняли. Но и вот в такой увязке обо всем заявлять и рассуждать не только бессмысленно, но и опасно. Подтверждение странами НАТО своей
как они сказали, приверженности сохранению, укреплению режимов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, вообще оставляет впечатление сугубо такой пропагандистской акции. Объясню почему. Характерно, что сразу же последовала оговорка о необходимости обязательного учета, цитирую, преобладающей среды безопасности. То есть, по-видимому, это потребовалось, чтобы оправдать действия, которые явно идут вразрез с системой соглашений в указанной области, либо прямо ее подрывают. Прикрывая свое, в общем, так сказать, молчаливое согласие разрушению Вашингтоном договора о РСМД, в Альянсе продолжают настаивать и распространять бездоказательные обвинения в адрес России и, в принципе, уклоняются от встречных шагов в ответ на российские усилия по сохранению предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере. Подобный подход, который предполагает, ну, в общем-то, такое соглашательство европейских стран с деструктивными подходами и позицией США, только стимулирует, подстегивает реализацию Вашингтоном заявленных планов по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. И это несет очевидные риски дестабилизации ситуации и гонки вооружений в Европе, ну, в общем-то, и в других регионах. Обращает на себя внимание, что в отличие от предыдущих документов такого рода, декларация лидеров стран НАТО не содержит призыва к продлению договора о СНВ. Это явно сделано также под давлением США. Вашингтон планомерно создает неопределенность вокруг данной темы и не реагирует на предложение России в кратчайшие сроки прийти к согласию продлить договор. Очевидно, что прекращение действий ДСНВ стало бы фатальным ударом по архитектуре контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Мы об этом не раз заявляли, делали не только политические заявления, но предлагали и фактологический материал на этот счет. В то же время в НАТО не забыли вновь подтвердить свой статус ядерного альянса. Таким образом, на перспективу закрепляется натовская практика отработки так называемых совместных ядерных миссий. Они предусматривают обучение неядерных стран обращению с развернутыми в Европе американскими ядерными вооружениями и их применению. Это прямо нарушает центральное положение договора о нераспространении ядерного оружия. И я хотела подчеркнуть, в Альянсе это продолжают игнорировать. Лондонский саммит дал лидерам натовских стран возможность в очередной раз, ну, наверное, присягнуть на верность трансатлантическому единству вот в такой очень странной манере. И, в общем-то, это было предсказуемо на фоне сообщений о набирающих силу противоречиях внутри самого Альянса. Разумеется, все эти разногласия исключительно внутреннее дело стран НАТО, но для нас неприемлемы попытки сгладить их на антироссийской основе. И самое главное, добавить или внести свой вклад в дестабилизацию и так непростой мировой обстановки. Как известно, на саммите в Лондоне принято решение о запуске так называемого мыслительного процесса на тему стратегического развития НАТО. Рассчитываем, что он предполагает в том числе более трезвый, объективный анализ текущего состояния, перспектив нормализации российско-натовских отношений. На наш взгляд, это отвечает интересам и европейской безопасности. А путь к этому лежит через отказ от конфронтационного противостояния, поиск путей совместного преодоления кризиса. Со своей стороны, мы к этому готовы. У нас... в отличие от Альянса, есть возможности для мыслительного процесса, готовы поделиться. Надеемся, что осознание этого придет и к НАТО, а именно к тому, что поддержание нормального уровня диалога добавит как раз необходимого сейчас североатлантическому пространству доверия, в частности, по тем сложным вопросам, которые на этом пространстве являются приоритетными, а именно по вопросам стратегической стабильности, безопасности и борьбе с новыми вызовами и угрозами.
Я хотела бы также прокомментировать итоги 24-й сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. В конце ноября в Гааге состоялась 24-я сессия. Соответственно, в работе приняла участие российская правительственная делегация. Выступление постпреда России господина Шульгина размещено на сайте, можно с ним ознакомиться, я думаю, что многие это сделали. В ходе мероприятия основное внимание было уделено подведению итогов работы по широкому кругу вопросов повестки дня этой структуры, включая, я имею в виду организацию по запрещению химического оружия, включая рассмотрение процесса уничтожения остающихся запасов химоружия, обсуждение проблематики так называемого сирийского химического досье и других актуальных направлений деятельности этой международной структуры. Ключевым моментом стало принятие консенсусом, что очень важно, двух решений о расширении контрольных списков КЗХО за счет включения в них 4 семейств новых соединений токсичных химикатов. Они относятся в том числе к пресловутым с подачи Запада новичкам. Напомню, разработка и исследование которых велась в целом ряде стран НАТО и Евросоюза. Утверждению решений, основанных на предложениях России, а также западной тройки государств США, Канады и Нидерландов, предшествовала продолжительная, непростая работа по согласованию технических параметров этих взаимодополняющих инициатив. Конечно, много усилий было приложено для поиска компромиссов и обоюдоприемлемых развязок. Так вот, сам факт их одобрения консенсусом свидетельствует о том, что мы все же можем договариваться. Под словом «мы» я имею в виду членов этой структуры. Мы можем договариваться, когда речь идет о реальных мерах по укреплению режима нераспространения химического оружия. И это несмотря на очевидную в организации конфронтацию в связи с запредельной политизацией странами Запада, абсолютно надуманного сирийского химического досье. Оно было инспирировано Великобританией, дело Скрипалей, и нелегитимным наделением технического секретариата ОЗХО, вопреки положениям КЗХО, исключительным полномочиям Совета Безопасности ООН, атрибутивными функциями по определению виновных в применении химического оружия. В то же время не обошлось и без очередного проявления политизации работы организации, которым стало принято уже голосованием решение конференции о бюджете ОЗХО на 2020 год с завуалированно заложенным в нем финансированием, как мы считаем, неправомерно созданного при техническом секретариате атрибутивного механизма. Россия и еще около трети государств-участников КЗХО не ассоциировали себя с этим решением. Мы выступили, я имею в виду треть упомянутое мною государств, выступили либо против, либо воздержались, либо просто покинули зал заседания. Проходившая в напряженной, зачастую конфронтационной атмосфере 24-я сессия конференции стала еще одним примером того, насколько наши западные оппоненты настроены и далее превращать ОЗХО в инструмент реализации своих геополитических замыслов на Ближнем Востоке и не только, в том числе и за его пределами. И все это делается вместо того, чтобы прилагать совместные усилия по поддержанию авторитета специализированной, по сути, своей технической организации, укреплению целостности самой конвенции. Показательно, что в этой связи на столь противоречивом фоне по инициативе России было принято совместное заявление 24 стран о мерах по противодействию химическому терроризму. Такого рода документ лишний раз свидетельствует о чрезвычайной актуальности коллективных шагов по борьбе с проявлениями и рецидивами химического терроризма в условиях непрекращающихся в Сирии терактов и провокаций с использованием экстремистскими группировками и связанными с ними псевдогуманитарными организациями по типу белой каски, токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ.
Другая структура Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, в ходе очередных выборов, они состоялись в Париже 20-21 ноября, на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Российская Федерация была переизбрана на 4-летний срок. Напомню, речь идет о периоде с 19 по 23 года. Переизбрана была в Исполнительный совет ЮНЕСКО, Межправительственный комитет по биоэтике, Международный координационный совет программы «Человека и биосфера», Межправительственный совет Международной гидрологической программы и Межправительственный совет программы управления социальными преобразованиями, а также избрана в Совет управляющих Статистического института ЮНЕСКО. Помимо этого, 27 ноября в ходе 22-й сессии Генассамблеи государств-участников Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, проходившей на полях Генконференции, кандидатура нашей страны была утверждена в состав Комитета всемирного наследия. Признанием значительного вклада России в деятельность организации стало избрание 29 ноября на 208-й сессии Исполсовета постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО господина Кузнецова на пост одного из заместителей председателя данного руководящего органа от второй электоральной группы. Речь идет о группе Восточной Европы, восточноевропейских государств. Российская Федерация выражает благодарность делегациям, которые поддержали российскую кандидатуру, подтверждая твердую приверженность универсальным идеалам, ценностям ЮНЕСКО. Мы призываем все заинтересованные страны к дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества на площадке этой ведущей межправительственной гуманитарной организации на основе присущей ей атмосферы взаимного доверия, уважения и консенсуса. К другим темам: средства массовой информации, свобода и безопасность журналистов. Серьезное беспокойство вызывает сообщение об ухудшающемся состоянии здоровья основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. В настоящее время он находится в следственном изоляторе британской тюрьмы. Речь идет о тюрьме и изоляторе максимально строгого режима Белмарш. Обращение с ним, оно квалифицируется как жестокое. Так вот, жестокое обращение с журналистом уже стало предметом обсуждения депутатами Второй палаты Генеральных Штатов Королевства Нидерландов. Правозащитники регулярно приводят факты, которые свидетельствуют о том, что Ассанж, будучи тяжело больным, лишен доступа, причем будучи больным в том числе по вине и в связи с условиями своего заточения, которое было спровоцировано с использованием политических ресурсов, он лишен доступа к медицинской помощи. Ему не предоставляют полноценное питание и постоянно подвергают жесточайшим психологическим пыткам. На это указывал в том числе специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он посещал журналиста в сопровождении 2 независимых медиков еще в мае текущего года. И в своем заявлении с тревогой указывает, это цитата: «Помимо физических недугов у Ассанжа налицо все симптомы последствий психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность, ярко выраженную психологическую травму». Конец цитаты. К соблюдению международных обязательств в области защиты прав человека по отношению к Ассанжу призывает и рабочая группа Совета по правам человека по произвольным задержаниям, специальные докладчики ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни, по вопросу о внесудебных казнях и многие другие. То есть в данном случае международное сообщество говорит практически единым голосом. Вне зависимости от того, являются ли эти механизмы официальными структурами или официальными органами, входящими в состав ООН, либо являются консультативными структурами и форумами, являются ли эти представители, опять же, в большей степени отражающими точку зрения гражданского общества, либо речь идет
идет о, так сказать, страновой принадлежности тех или иных экспертов, все сходятся во мнении о том, что это настоящая расправа над человеком, который занимается настоящей журналистикой. Она может быть в новой форме, была представлена международному сообществу уже десятилетия назад, но так или иначе это та самая новая журналистика, о которой мы так много слышали. Это настоящая политическая расправа с использованием самых страшных мер воздействия на человека. К соблюдению международных обязательств в области защиты прав человека по отношению к Ассанжу призывают, как я уже сказала, многие структуры. Недавно медики из Великобритании, а также из целого ряда других стран опубликовали в интернете открытое письмо министру внутренних дел этого государства с просьбой перевести Ассанжа из тюрьмы в любой медицинский центр для проведения его обследования квалифицированными специалистами. По утверждению более 60 врачей, цитирую, в отсутствии такой помощи есть серьезные основания полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме еще до проведения судебного слушания, а оно назначено на февраль 2020 года. Однако налицо полное игнорирование официальным Лондоном угрозы жизни и здоровью журналиста, который находится в заточении многие годы, а сейчас просто брошен в застенки и содержится в условиях, в которых содержатся самые опасные преступники. Сложившаяся вокруг Ассанжа ситуация просто наглядно демонстрирует нарушение западным миром, в частности Британии, которая причисляет себя к образчикам демократических стандартов, всех мыслимых законов и правил и норм, которые регулируют и гарантируют свободу средств массовой информации и безопасность журналистов. Это пример того, как выглядит политика двойных стандартов в реалии. Она выглядит неприглядно. Государства, которые учат других и указывают всем остальным, когда речь идет о вопросах защиты прав человека, свободы слова, полностью забывают о провозглашаемых ими же самими ценностях ради обеспечения собственных интересов. Как бы это ни печально звучало, но в настоящее время вопрос, по всей видимости, заключается лишь в том, насколько далеко готовы пойти британцы и их партнеры в своем желании не просто отомстить журналисту, а на самом деле расправиться с ним. И это только за то, что человек профессионально делал свою работу в качестве журналиста. Еще об одном примере тоже, можно сказать, расправы над средством массовой информации, положение российского информационного агентства «Спутник» в Эстонии. Там складывается критическая ситуация в отношении местного бюро российского информационного агентства «Спутник». Оно подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны эстонских властей. Так вот, стало известно, что эстонская полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, которые связаны с МИ «Россия сегодня». Соответствующее уведомление уже было получено и «Спутником», а также теми юридическими лицами, в частности банками, в которых обслуживается это агентство. Для российского средства массовой информации это означает просто невозможность перечислять зарплату 80% сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги. Фактически полное прекращение деятельности. Более того, давление оказывается и на самого арендодателя. Перед ним власти выдвинули ему настоящий ультиматум. Компания-собственник была предупреждена, еще раз подчеркну, полиции и безопасности о возможном принятии жестких мер в случае продолжения договорных отношений с российским, цитирую, пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями Европейского Союза. Что это вообще за абракадабра, понять невозможно, что там придумала полиция безопасности Эстонии. Это какой-то просто... Ну вот это то, чем в Эстонии отличается, так сказать, информационная среда. Журналистами там занимается полиция безопасности.
Официальный Таллин в открытую осуществляет преследование агентства, задействует административные рычаги для блокирования деятельности информационного ресурса. Используя эти откровенно карательные меры, эстонские власти полностью, так, знаете, очень, видимо, с энтузиазмом включились в общую кампанию по дискриминации средств массовой информации в Прибалтике, в частности, связанных с Россией. Там запрещается, напомню, трансляция российских, русскоязычных каналов, блокируется доступ к связанным с Россией сайтам и практикуется выдворение журналистов. Я сделаю здесь одну ремарку. Нам каждый раз говорят о том, что когда выдворяют журналистов, они нарушают положение, визовые некие требования, положение об аккредитации и так далее, и так далее. Я еще раз хотела бы сказать, чтобы это было всем понятно. На протяжении нескольких лет, а на самом деле теперь уже многих, мы никак не можем получить от представительства Европейского Союза в Москве список и перечень норм стран, которые входят в это объединение, согласно которым журналисты могут осуществлять работу на территории страны и въезд на территорию этих стран. Казалось бы, что может быть проще? Да, вот у нас на сайте есть полный перечень соответствующих требований, норм, порядка получения виз, аккредитации журналистами. Все прозрачно. Возможно, не так просто, как хотелось бы в случае, если бы эти нормы в принципе отсутствовали, но так или иначе эти нормы не менялись, они понятны, доступны, мы всегда открыты для того, чтобы оказать помощь консультативную, логистическую при оформлении. Вот такого понятного списка либо перечня или требований, который бы предоставил Европейский Союз, коль скоро товарищи в Таллине говорят о том, что российские средства массовой информации, цитирую, находятся под санкциями ЕС, мы так и не можем получить. Ответы удивительные. Общего списка нет, предоставить его крайне сложно. Каждая страна, член Европейского Союза, сама определяет порядок въезда. Ну отлично, определяйте, только как-то его надо сформулировать, чтобы все понимали, каким образом можно въехать на территорию стран ЕС журналисту и как можно там работать, чтобы, собственно говоря, не было более никаких вопросов. Все эти репрессивные шаги являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которые касаются обеспечения свободы выражения мнений и равного доступа к информации. И, конечно, удивительно, что подобные гонения на средства массовой информации вообще практикуются в странах, которые причисляют себя к европейским демократиям. Причем делается это все именно под знаменами демократии. Я хотела бы также подчеркнуть, что Россия следует своим международным обязательствам и обеспечивает все необходимые условия для беспрепятственной работы зарубежных средств массовой информации в нашей стране. Мы призываем к реакции профильной международной структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, а также правозащитные неправительственные структуры. Еще одна тема. Вы знаете, мы вас регулярно информируем о ситуации с российскими туристами, которые оказываются в сложных ситуациях, когда эти случаи становятся резонансными, либо требуется наша реакция. В частности, речь идет о ДТП в Доминиканской республике 26 ноября. Было много сообщений, мы комментировали. Я бы сейчас также хотела сказать несколько слов, в том числе и о динамике, она положительная. На сегодняшний день большинство из туристов, которые оказались жертвами этого ДТП, выписаны из доминиканских медицинских учреждений. Они вернулись в Россию. В больницах остается 10 человек. В настоящий момент решается вопрос об их эвакуации в Россию. Наши дипломаты в плотном взаимодействии находятся с руководством профильных министерств Доминиканской Республики. Они продолжают координировать работу по медицинскому сопровождению пострадавших россиян. И, конечно, я также хотела бы еще несколько слов сказать, слов признательности за неоценимое содействие и по-настоящему искреннее человеческое сочувствие, проявленное в этих трагических обстоятельствах доминиканской стороной. Ну, знаете, у нас есть такое выражение «друг познается в беде». Вот это как раз тот самый случай.
Но эта истина простая приобретает в данном случае особый смысл, ведь речь идет о спасении человеческой жизни. Именно благодаря оперативной и очень эффективной реакции доминиканских властей, местных экстренных служб, пострадавшим была своевременно оказана квалифицированная помощь, обеспечена их транспортировка в лучшие больницы Санто-Доминго и Гуэй. Пострадавших посетил и министр общественного здравоохранения Доминиканской Республики. Отдельные слова благодарности, конечно, российским соотечественникам, которые постоянно проживают в Доминиканской Республике, и они в первые же часы после трагедии откликнулись с предложением о помощи. В том числе были предложения о содействии с переводами и представлении донорской крови. Поэтому большое спасибо. Нас также попросили прокомментировать ситуацию, которая стала поводом для витка напряженности между Белградом и Приштиной в связи с трактовкой событий в Рачике 1999 года. Мы решительно осуждаем обвинительный вердикт Косовского суда в отношении депутата сербского списка Тадасиевича за высказывание о фальсифицированном характере событий в селе Рачек, это Сербия, автономный край Косово, январь 1999 года. Мы считаем это решение очередным свидетельством антисербских репрессий, которые планомерно реализуются косовскими властями. По версии Приштины, сербские силовики якобы учинили там расправу над косово-албанскими жителями. На самом деле имело место провокация, которая цинично использовалась Западом для развязывания натовской агрессии против Югославии. Известно, что проведенное группой международных экспертов расследование ситуации происшествия не привело к каким-либо однозначным выводам. Изначально в нем было много нестыковок, тогда как многочисленные свидетельства указывали на то, что в этом селе произошло столкновение между правоохранительными органами и местными боевиками. Теперь этот сюжет используется косово-албанскими властями для продвижения собственной версии событий, происходивших в крае в конце 90-х годов и приведших к его насильственному отрыву от Сербии. Заодно в Приштине пытаются сводить счеты с политическими оппонентами из числа местных сербов. В общем-то, это является проявлением борьбы, настоящей даже войны с инакомыслием. И есть хорошая предновогодняя новость. Тут недавно узнала, что следующий год будет годом народных промыслов и ремесел в нашей стране. Вы, наверное, знаете, что мы регулярно поддерживаем отечественных производителей, в том числе и в рамках наших медийных мероприятий. Делаем это с удовольствием. Мы обязательно это учтем и, наверное, посвятим этому не одну экспозицию в следующем году, которую развернем здесь, в пресс-центре Министерства иностранных дел, для того, чтобы знакомить в том числе зарубежных корреспондентов и журналистов с нашей культурой и с нашими традициями. Мы, в общем-то, не раз уже и говорили о различных мероприятиях, которые популяризируют российскую, русскую культуру, традиции, промыслы, культуру наших регионов, многочисленных народов и народностей, которые живут в нашей стране. Вот я хотела бы также пригласить и вас, зарубежных корреспондентов, которые работают в России, на выставку-ярмарку народных промыслов и ремесел. Она называется «Ладья. Зимняя сказка». Проходит она с 11 по 15 декабря в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», не так далеко от МИДа. Это экспозиция, которая состоит из презентаций 49 регионов России. Там будут представлены промыслы мастеров, художников, ремесленников, творческих объединений. Много мероприятий в программе, от форумов, это образовательные форумы, до мастер-классов. Целая часть, отдельная экспозиция будет посвящена и Великой Отечественной войне в произведениях художников и мастеров народных промыслов.
Мы в тексте брифинга также укажем ссылку на аккредитацию, которую вы можете получить для освещения этого события. Вот такая интересная, мне кажется, очень полезная перед Новым годом информация. И я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Анна Усанова, информационное агентство «Москва-Баку». Хотелось бы коснуться недавнего визита господина Лаврова в Азербайджан. Понимаю, что после этого было довольное количество визитов в другие страны, но все же, вот на ваш взгляд, вы были на переговорах. В каком ключе, в какой атмосфере прошли эти встречи? Доволен ли МИД результатом? Вы имеете в виду Вашингтон? Или какой? Я не поняла. Не Азербайджан. У нас после этого уже просто вот я и говорю, очень... что несмотря на то, что было много, все Нет, же хотелось. Вы знаете, мне кажется, это не очень справедливо по отношению в том числе и к другим визитам и другим посещениям, учитывая, что подробнейшим образом все это было освещено в ходе пресс-конференции, которая прошла в Баку. Не потому, что я не хочу к этой теме возвращаться, но просто потому, что все уже изложено. Атмосфера, как и всегда в ходе этих визитов, была переливалась красками в градации от конструктивной до прекрасной. Вот. Но еще раз хочу сказать, что, учитывая, что все оценки были даны, возвращаться к этой теме, я считаю, просто не следует. Все материалы на сайте Министерства иностранных дел. Еще можно? Да, конечно. Да, хорошо. Главы МИД Азербайджана и Армении на полях СМИТ ОБСЕ в Братиславе провели переговоры, договорились о новой встрече, но, как мы видим, очевидно, что были довольно тяжелые переговоры, потому что сразу после них главы МИД выступили с совершенно противоположными заявлениями в своих позициях о видении процесса регулирования. Вот как вы можете эти тенденции прокомментировать? Я бы все-таки не сказала, что мы каким-то образом отфиксировали несопоставимость или невозможность сторон к ведению дальнейшего диалога. Мне кажется, стороны об этом и не говорили. То, что позиции разные, это очевидно, иначе и не было бы переговорного процесса. Мы со своей стороны, в качестве страны, которая осуществляет соответствующие международные функции посреднического характера, будем всячески содействовать продолжению этого диалога на благо урегулирования уже затянувшегося и застарелого конфликта и конфликтной ситуации. И будем делать все для того, чтобы диалог продолжился конструктивно и стороны могли выйти на взаимоприемлемые решения. Да, пожалуйста. На большую часть того вопроса, который я хотел сказать, вы только что ответили, поэтому я просто хочу получить некоторые уточнения. Можно ли в свете сказанного вот вами предположить, что несколько изменится тактика миротворческого процесса как такового, то есть стороны под эгидой сопредседателей перейдут к мелким, не мелким, конечно, а к более малым шагам, скажем, по укреплению мер доверия, гуманитарным аспектам и так далее, поскольку действительно позиции сторон крайне разнятся, стороны определили красные линии, совершенно противоположные, и не захотят ли посредники, может быть, пожелают сводить их вот более таким не быстро, но целенаправленно. Но это вопрос не будущего, это вопрос уже реализуемого настоящего. Дело в том, что, как вы знаете, уже были примеры, несмотря на, как вы сказали, разницу в позициях и обозначенной красной линии, примеры диалога и взаимодействия в тех сферах, в которых удалось достичь взаимопонимания. В частности, речь идет об обмене группами журналистов. Вот вам прекрасный пример. И, конечно, роль посредников здесь также была весьма конструктивной. Поэтому это вопрос не изменения тактики, а может быть просто активизации уже существующих механизмов, которые задействуются посредниками. Да, пожалуйста.
Немецкое телевидение. У меня есть вопросы по поводу дела Зелимхана Хангушвили в Берлине. Сегодня Россия выслала 2 сотрудников посольства. Нет, мы еще не выслали 2 сотрудников. Было заявлено об ответных мерах. И обозначены люди в течение 7 суток покинуть территорию Российской Федерации. Вы можете объяснить, 3 дня назад Министерство юстиции говорит, что такого вопроса. Органов, и, конечно, в первую очередь адресую вас обратиться к ним. Этот человек находился в розыске. Все детали постановки соответствующей информации в базу, по моим данным, которые я вчера сверяла с правоохранительными органами, что мне кажется, что общение между соответствующими структурами и должно происходить на уровне рабочих контактов все эти вопросы. Сейчас, к сожалению, в большей степени сила. Да, пожалуйста. Да, Виталий Морев, Полтавской области, иностранными гражданами. Но вот, к сожалению, в некоторых СМИ появилась информация о том, что обратно из-за того, что они неправильно заполнили анкету на сайте, какие-то недочеты и как их решают. Мы говорили о том, что действительно в таком экстренном плане, насколько я знаю, система должна быть в 2019 году, что и было сделано. К сожалению, система, с точки зрения того, что действительно возникают, учитывая разницу в иностранцев, возникают проблемы у них, которые онлайн-подсказками, но она по-прежнему, еще раз хотела бы сказать, оперативно дорабатывается. Мы связывались буквально на неделю на Министерстве иностранных дел экспертами, специалистами, которые заверили, что дело года были внесены соответствующие коррективы. И в ручном режиме занимаемся ситуациями, потому что очень часто органами власти нашей страны, которые с представителями пограничных, пожалуйста. Но я еще хочу также напомнить, что есть такой возможностью и приехать в нашу страну, если у них возникают вопросы, учитывая, что еще, во-первых, обратиться в наше посольство. Это можно сделать по телефону, это можно сделать в соответствующие порталы и консульского департамента, которые оперативно отвечают на вопросы. И 3-й раз. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Иштиак Хамдани, Пакистан, Русмедиа. У меня вопрос. Министр торговли Российской Федерации Денис Мантуров находится в Пакистане. Он участвовал в заседании Российско-Пакистанской межправительственной комиссии. Как вы оцените контакты высшего уровня и развитие отношений между 2 стран? И также, если позволите, 2-й вопрос. На днях СМИ опять появлялись новости о запрете российских спортсменов. Это какая-то холодная война, чем спорт. Неужели спортсмены все страны, остальные страны белые и пушистые? Спасибо. По первому вопросу относительно переговоров и работы делегации, которую возглавляет господин Мантуров в Пакистане, мы, безусловно, ее высоко оцениваем. Как вы знаете, МИД координирует внешнеполитическую деятельность, осуществляемую нашей страной на различных направлениях, и, безусловно, свою лепту в подготовительный процесс также внесли. Поэтому мы, так как это не сторонняя структура, а часть нашей исполнительной власти, поэтому в данном случае даже не очень корректно каким-то образом давать стороннюю оценку. Все-таки это, еще раз говорю, российское правительство. И в данном случае можем констатировать очень конструктивно развивающийся диалог между нашими странами и динамично развивающиеся отношения в целом ряде областей. Но по итогам этого визита и работы, я думаю, что будет дана более подробная информация, с которой мы вас также ознакомим на соответствующих ресурсах. Относительно политизации темы спорта, к сожалению, это не только
Сегодняшняя тема – это тема, которая, в общем, актуальна десятилетиями. Многие крупные международные события спортивные, начиная от Олимпиад, чемпионатов мира, чемпионатов Европы по целому ряду направлений и на протяжении длительного периода политизируются. Так или иначе. Проводятся и кампании политические, информационные. Все это обильно, так сказать, сопровождается и приправляется скандалами, так называемыми разоблачениями, тоже в целом ряде областей. Собственно, поэтому международные организации, система ООН регулярно ставят вопрос о том, что спорт не должен политизироваться. Вот я тут сегодня прочитала, что это комментарии, в том числе давались со ссылкой на Руссада, его руководителя, о том, что российское внешнеполитическое ведомство, его представители, руководство не совсем понимают истинную ситуацию, их подставили, они дают неверные комментарии и так далее, и так далее. Мы, честно говоря, не комментируем ситуацию за профильные ведомства. У нас есть профильное ведомство, Министерство спорта, они дают профильную, экспертную оценку состояния ситуации в российском спорте по целому ряду направлений. Но мы, как ведомство внешнеполитическое, участвуем в международной деятельности, которая направлена на хотя бы снижение, но так или иначе на работу по недопущению возрастания политизации в сфере спорта. Это наша непосредственная задача. И мы фиксируем, что наша страна на протяжении многих уже лет становится и становилась объектом целого ряда политических кампаний. Что же такого неправильно в нашей оценке? Простите меня, когда еще никто не поднимал тему допинга, да, в нынешнем, сегодняшнем контексте. И когда проводилась Олимпиада в Сочи, а я напомню, это был какой год? Помните? Какой же это 16-й год был? 14-й год. Еще тогда на тему допинга никто не высказывался. Разве мы можем сказать, что проведение Олимпиады в Сочи, эта тема не была политизирована? Посмотрите одни обложки западных журналов, посмотрите публикации западных газет, посмотрите материалы в аккаунтах ведущих и средств массовой информации, и журналистов западного мейнстрима. Это все практически как под копирку было похоже на такие же политические оценки, проводимые в Москве Олимпиады 80-го года. Да? Просто как будто никто даже не удосужился придумать что-то новое. Еще раз говорю, когда тема допинга, да, в нынешнем контексте вообще никто не ставил. Вот против таких кампаний, точечных ли, глобальных ли, мы выступаем категорически против. Мы ведем эту работу на международных площадках. Мало того, это не только российская инициатива, которая никем не поддерживается. Это широкий международный фронт, который выступает против политизации и использования политических ресурсов в сфере спорта. Второй момент, очень важный. Ни Россия, ни официальные лица России никогда, причем на всех уровнях, это и деятели от спортивных структур, это наша исполнительная, законодательная власть, это, в общем-то, и президент Российской Федерации, не скрывали того, что в сфере, в том числе спорта, у нас есть проблемы. Но ситуация заключается в том, что эти проблемы существуют в спортивной среде всех стран мира без исключения. Именно поэтому тема допинга, опять же, является международной. Именно поэтому спортивные институты, я имею в виду институты международных организаций, которые занимаются спортивной проблематикой, разрабатывают резолюции, меры борьбы с допингом. Еще раз говорю, работа ведется очень давно, началась она не сегодня и не вчера, и ведется она на глобальном уровне. Но почему именно Россия становится в фокусе вот этой работы, это вызывает большие вопросы.
Ровно об этом мы говорили на брифинге в конце ноября, ровно об этом же говорил глава внешнеполитического ведомства России в ходе одной из недавних, по-моему, пресс-конференций или интервью средствам массовой информации. У нас есть четкое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения вот таких политических кампаний. Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы это мог отрицать. Понимаете? Потому что если есть проблемы во всех странах, а мишенью выбирается только одна, в этом, безусловно, есть политика. То есть другого объяснения найти здесь невозможно. В общем-то, этому посвящены большие аналитические материалы и материалы средств массовой информации. Вот и все. И еще раз, мне кажется, что Сочинская Олимпиада в этом смысле стала просто лакмусовой бумажкой. Возможно, я вот так думаю, не проведи тогда вот эту политизированную кампанию в отношении Олимпиады в Сочи наши партнеры, помогли бы себе в сегодняшнем моменте, и не было бы у нас повода говорить о том, что в отношении России такие кампании ведутся регулярно. Но я думаю, что, так сказать, жадность взяла вверх, и, так сказать, никто не думал о том, что можно было бы этого не делать, просто даже для того, чтобы каким-то образом не давать нам аргумента вспоминать те события в качестве доказательства наличия такой политической ангажированности. Сейчас вот это уже не ангажированность, а прямые, настоящие политические кампании на регулярной основе. Да, пожалуйста. Добрый день. Газета «Национальный курс», Богатырев Олег. И в продолжение спортивной темы, многие эксперты и политологи считают, что отстранение России от участия в международных спортивных играх на 4 года – это акт гибридной войны. И если один из фронтов гибридной войны, и если Министерство иностранных дел, Министерство обороны держит удар на этой гибридной войне, держит фронт, ценой зачастую жизни военнослужащих, дипломатов, то Министерство спорта почему-то боязливо вот после удара ВАДы поднимает руки, значит, поднимает белый флаг и бегут зарабатывать деньги наши спортсмены. Может, имеет смысл Министерству иностранных дел дать какие-то рекомендации вот в этом плане, чтобы не сдавать позиции страны? Но это получается, что восстановить позиции России в мире опять будут, значит, ценой жизни военнослужащих в Сирии и дипломатов убивать будут. А спортсмены будут зарабатывать деньги. Ну, как-то вот... Я, честно говоря, вот как-то даже не могу логику в вашем вопросе проследить. Вот относительно, как вы так мост перекинули из Сирии к спорту. Для меня это сомнительная увязка, честно говоря. Я вот очень подробно сейчас прокомментировала эту тему. Еще раз говорю, профильные министерства занимаются всеми проблемами, которые существуют у нас в спорте, и проблемами, и достижениями, и так далее. Мы занимаемся международной деятельностью. Регулярно комментируем наши усилия, которые предпринимаются на этом направлении, и никто эту работу прекращать не намерен. Да, пожалуйста. Саид, Афганскую информагентскую ньюс и телевидение Арзу. Я хотел спросить, что в ходе визита министра иностранных дел России Сергей Лавров в США обсуждалась ли тема сотрудничества в достижении примирения в Афганистане? Я могу сказать, что глобально обсуждалась тема Афганистана, о чем уже мы говорили. Я имею в виду как проблематика. Конечно, детали я не могу привести, все-таки речь идет о переговорном процессе. Поэтому у меня на сегодняшний момент, кроме этого комментария, больше я ничем с вами поделиться не могу. Мы фиксируем те процессы и те переговорные усилия, которые ведутся между Вашингтоном и движением талибов. Как вы знаете, об этом мы тоже регулярно говорим. Это мы все фиксируем. Но больше пока мне сказать нечего. Да, пожалуйста.
Телеканал «Звезда», Елизавета Измайлова. Мария Владимировна, в Сенатском комитете США по иностранным делам одобрили законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма. Как вы оцениваете данную законодательную инициативу в свете прошедшего визита Сергея Лаврова в Вашингтон? Вы знаете, честно говоря, я не увязываю это решение с визитом главы Российского министерства иностранных дел в Вашингтон. Министр иностранных дел Российской Федерации проводил переговоры с госсекретарем и встречу с президентом этого государства. Все, что творится в Конгрессе и Сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России. Это не поддается ни анализу, ни логике и называется одним глобальным словом русофобская политика в собственных конъюнктурных политических, даже не интересах, а целях. Мы прекрасно понимаем, что тема России стала одной из главных в ходе не только кампаний президентских, но и других избирательных кампаниях на территории Соединенных Штатов Америки. Мы неоднократно выражали наше не только сожаление, но и неприятие подобными подходами. Они явно не наносят, они явно не дополняют и не служат делу развития двусторонних отношений. Если этот же подход будет выбран в качестве тезиса или главной идеи для избирательных кампаний будущего, вне зависимости от того, президентские это или иные кампании, это также вызовет у нас схожую реакцию. Неприятие и сожаление крайнего, так как наносится удар и по без того страдающим двусторонним отношениям. Но, как мы понимаем, целый ряд политиков в Соединенных Штатах Америки других тем придумать себе не могут. Их не волнуют другие вопросы, их не волнуют те упущенные возможности и та упущенная выгода, которую они теряют в связи с проведением массированных антироссийских кампаний и насаждением в обществе, в американском обществе, такой вот русофобской повестки. А возможности и упущенные возможности весьма велики. И, в общем-то, как, знаете, говорят, есть такое выражение, посчитали, прослезились. Вот если финансисты, экономисты, настоящие эксперты, а не те люди, которые просто занимаются продвижением такого сиюминутного, низкопробного политологического продукта, будут допущены к американским средствам массовой информации, газетам, журналам, телевизионным программам, они смогут рассказать американскому народу, вот тому самому настоящему американскому народу, который производит, собственно, продукт и обеспечивает благополучие Америки, сколько этот народ потерял от действия людей, от политики, которые разбивают и разрушают ткань российско-американских отношений. Цифры будут ужасающими, и не только цифры, но и факты. Сколько Америка может получить, в том числе для себя, я думаю, заинтересует американского избирателя. Да, пожалуйста. Герман Парлов, Федеральное агентство новостей. Несколько вопросов. Во-первых, как бы МИД мог оценить то давление, которое Вашингтон сейчас осуществляет на Турцию вот, в случае введения санкций по поводу комплексов С-400. И также стало известно, заявил об этом представитель Киева в политической подгруппе, что Украина до следующего нормандского саммита подготовит изменения к Минским соглашениям. Вот что сделает? Подготовит изменения к Минским соглашениям. Ну, первое, по поводу давления Вашингтона на Турцию по вопросу С-400 мы высказывались неоднократно. Безусловно, отношения двух суверенных государств – это отношения, которые, наверное, не требуют комментария третьего суверенного государства, но так или иначе мотивацией или, так сказать, тезисами, которые звучали в полемике, также мы распознавали среди этих тезисов и себя, поэтому мы неоднократно комментировали, что считаем эту полемику недопустимой, потому что речь идет уже о фактическом
политическом давлении. Существуют примеры аналогичного давления Вашингтона на целый ряд других государств. Это не только Турция, и не только С-400, и не только темы, связанные с Россией. На сегодняшний момент, на протяжении последних лет, Вашингтон использует, причем это, в общем, длительный уже период, это не год и не два, это десятилетие, санкционную политику в тех вопросах, в которых необходимо реализовать собственные интересы, так сказать, переговорного процесса либо недостаточно, либо, так сказать, недостаточно ресурсов для реализации существующих и законных методов достижения поставленных целей, которые отражают национальные интересы. Поэтому мы комментировали это неоднократно, что политика давления, санкционного ли, либо политика запугивания недопустима в существующей системе координат международных отношений. И, в общем-то, все наши комментарии на данный счет, по данному вопросу, они актуальны и сегодня. Что касается того, что вы сказали, я не видела этих заявлений. Можете ли вы честно сказать, что такие заявления действительно существуют? Ну, хочется надеяться, что вы все-таки ошибаетесь, потому что если, не успев вернуться из Парижа, украинская делегация уже сейчас начинает думать о возвращении туда и проведении нового саммита в нормандском формате, тем более рассуждает опять об изменении минских договоренностей, это вызывает уже не сожаление, а удивление. Но еще раз говорю, я надеюсь, что все-таки либо это не так процитировано, либо это не является официальной киевской позицией, позицией киевских властей. Потому что, приехав в Париж, мне кажется, представители Украины четко услышали позицию международного сообщества, в данном случае в рамках нормандского формата, о необходимости неукоснительного соблюдения и реализации последовательности действий, зафиксированных в Минских договоренностях. Возможно, они рассчитывали услышать что-то другое, но им пришлось услышать именно это, что Минские договоренности безальтернативны и что их нужно выполнять. И последовательность шагов, которые там указаны, верна. Вот, в принципе, то же самое мы говорили и до встречи в нормандском формате на всех уровнях, но иногда людям приятнее это услышать лично, глядя глаза в глаза, что и было сделано. Тем более, я думаю, что хочется надеяться, что все-таки за время возвращения в Киев из Парижа услышанное не забылось. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Берец Андрей, агентство ТАСС. Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Владимира Цемаха, который проходит подозреваемым по делу о крушении Боинга MH17. Как бы вы могли прокомментировать эти заявления голландской стороны? Вы знаете, это не только заявления официальных представителей Нидерландов, там и парламентарии, представители исполнительной власти, просто политики. Но это, конечно, целая такая настоящая глобальная информационная кампания, которая развернуто в средствах массовой информации. Мы видим такое количество материалов, вынуждены читать на этот счет, что, честно говоря, мы подготовили такой комплексный материал на эту тему. Мы планировали его опубликовать. Я его на всякий случай взяла. Вопрос задан. Я понимаю, почему этот вопрос прозвучал, потому что действительно и заявлений, и материалов уже на этот счет в Нидерландах слишком много. Мы обязательно его опубликуем, но я по тезисам также могла бы сейчас пройтись. Так вот, отвечая на все те обвинения и странные публикации, которые в последнее время, достаточно продолжительное, появляются в Нидерландах, в частности, речь идет и о заявлении прокуратуры Нидерландов о неисполнении российской стороной запроса о временном задержании, напомню, гражданина Украины Цемаха. Вот обо всем я хотела бы сказать. Катастрофа самолета рейса MH17 – это большая трагедия.
Российская Федерация в высшей степени заинтересована в восстановлении ее истинных причин. Мы об этом регулярно говорили, делали соответствующие заявления. Это были не только заявления, но и практические шаги. С самого первого дня российская сторона оказывала содействие проводимому расследованию и продолжает это делать и сегодня. В этой связи заявления голландской прокуратуры, которые, естественно, тиражировались в средствах массовой информации, дополнялись так называемыми аналитическими оценками, вызывают у нас недоумение. Аргументированную и обстоятельную правовую оценку им дала Генеральная прокуратура Российской Федерации. Это был официальный ответ на соответствующие заявления прокуратуры Нидерландов. Если суммировать его, то общий вывод таков. Претензии голландской стороны не обоснованы. Она сама не выполнила целый ряд требований Европейской конвенции о выдаче, среди которых есть и технические, и по существу. Поэтому Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались, в общем-то, не зря, и выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. И, как выяснилось, ну вот со ссылкой я это говорю на наши правоохранительные органы, просто задним числом. Я хочу сказать, что речь идет о ведомствах, которые полностью и исключительно занимаются юридическими вопросами. Да, кстати, Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, он не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо. Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность, и, в общем-то, также и российское законодательство в данной области было бы нарушено. Со своей стороны, хотели бы выразить также удивление подобными выпадами в адрес России по целому ряду причин. Я хотела бы напомнить, что обмен удерживаемыми лицами был гуманитарной акцией. Она стала результатом почти трехлетней работы в рамках Минского процесса. И комплекс мер по выполнению Минских соглашений, утвержденный резолюцией Совета Безопасности, включает обмен удерживаемыми лицами по принципу все на всех. Соответственно, российская сторона была и остается привержена резолюции Совета Безопасности 2202. Также российская сторона с первого дня активно сотрудничала с Международным уголовным расследованием обстоятельств крушения MH17, которое ведет совместная следственная группа во главе с голландской прокуратурой. Москва ответственно подходит к исполнению запросов компетентных органов Нидерландов. Уже проделана значительная работа. Следствию, вы об этом знаете, но напомню еще раз, помимо прочего, были переданы рассекреченные данные о российской военной технике и результаты эксперимента, так называемого натурного эксперимента, который был произведен концерном «Алмаз-Антей», направлены первичные радиолокационные данные и документация. Все это доказывало и доказала, согласно документам, украинскую принадлежность ракеты, которая сбила малазийский «Боинг». Насколько полно все эти данные учитываются, мы прекрасно видим по предварительным итогам расследования. Совершенно очевидно, что именно такой избирательный подход к работе с информацией не позволяет следствию продвинуться вперед и вынуждает его просто топтаться на месте. И те так называемые успехи, о которых заявлялось на пресс-конференции совместной следственной группы 19 июня, на самом деле довольно сомнительные. Об этом мы тоже говорили на разных уровнях. Подвергаются обоснованной критике и со стороны экспертов, и со стороны представителей ряда государств. И
такое складывается ощущение, что на этом фоне, именно для того, чтобы скрыть собственные промахи, прокуратура Нидерландов вот нашла повод для обвинения российской стороны в некой недобросовестности в подходе к сотрудничеству в вопросах исполнения различных запросов об оказании правовой помощи. То есть такое впечатление, что на нас хотят опять переложить вину за медлительность, за неэффективность следствия и так далее, и так далее. Вот, знаете, даже как-то удивительно все это слушать от нидерландской стороны. Я хочу задать вопрос прокуратуре этого государства. А как вы сами относитесь к собственным международным обязательствам? Такой не праздный, кстати говоря, вопрос, и мы надеемся получить на него ответ, в том числе по тем вопросам, о которых я сейчас скажу. Я хотела бы обратить ваше внимание на поразительную, честно говоря, поразительную реакцию прокуратуры Нидерландов на соответствующий запрос о выдаче с российской стороны. Это вот вместо того... В общем-то, мы бы, наверное, публично на это не стали обращать внимание, если бы не услышали упреки в свой адрес. Так вот, в качестве примера приведу вопиющий случай, когда Генпрокуратуре России отказывали в экстрадиции обвиняемых в совершении серьезных, очень серьезных преступных деяниях и прикрывались при этом, в общем, мягко говоря, надуманными предлогами. Вот судите сами. Я не буду называть фамилии по понятным причинам, но у нидерландской стороны они есть. Так вот, лицо обвинялось в руководстве преступным сообществом и совершении 73 доказанных фактов мошенничества в особо крупном размере. В выдаче нидерландская сторона отказала. Знаете, по каким основаниям? По гуманитарным. Сослались на изменения, цитирую, личных обстоятельств. Что это такое за личные обстоятельства, голландская сторона говорить не захотела, прикрылись законом о защите персональных данных, а потом выяснилось, что этот человек, это обвиняемая, получила статус беженца в одном из государств-членов Интерпола. Еще один пример. У Нидерландов была запрошена выдача лица, которое обвинялось в незаконном сбытии наркотиков в особо крупном размере, свыше 28 килограмм. Через 3 года был дан отказ, тоже по причинам гуманитарного характера. Что же в данном случае стало причиной? На самом деле помещение подозреваемого в психиатрическую больницу. Но что случилось с ним дальше? На следующий год он совершенно непостижимым образом оказался в Испании, а в 2017 году выяснилось, что этот человек уже находился на территории Израиля. Так вот, о каком же реальном сотрудничестве может идти речь при подобном отношении Нидерландов? Жаловаться на некое бездействие с российской стороны в такой ситуации просто неуместно. А неадекватная реакция голландской прокуратуры вполне понятна. С чем следствие придет на суд в марте 2020 года, вот здесь нет ясности. Убедительной доказательной базы по-прежнему нет. И такое складывается впечатление, что просто цепляются, в том числе раскручивают в публичном пространстве любой повод. В частности, вот сейчас это Цемах. При этом вот тоже я хотела бы напомнить, голландская прокуратура совершенно упускает тот факт из вида, может быть, намеренно замалчивает, что украинские правоохранительные органы, и, кстати, это подтверждено многочисленными свидетельствами, широко применяют запрещенные меры воздействия по отношению к удерживаемым лицам. Я вот напомню, тоже такой немаловажный штрих. Если мы говорим о конкретном человеке, о Цемахе, то после того, как он побывал в застенках СБУ, здоровье его было просто подорвано. Вспомните незаконную операцию украинских служб по его задержанию. Она была проведена, эта спецоперация, в интересах следствия, которая, к слову, курируется прокуратурой Нидерландов. Так вот, жизнь этого человека подвергалась прямой опасности. При задержании сотрудники СБУ нанесли ему и побои, использовали против него транквилизаторы. А для прикрытия вот этой проводимой спецоперации организовали минометный обстрел на линии разграничения, в результате которого один человек погиб, и один был тяжело ранен.
Также в публикациях и в заявлениях целого ряда лиц, которые выдают себя либо за экспертов, либо причастных к этой теме, ставятся вопросы относительно того, почему Россия включила этого человека в список обмена. Мне кажется, мы уже говорили о том, что решение и правильность этого решения относительно того, я имею в виду решение о том, чтобы включить его в список обмена удерживаемыми лицами, подтверждена информация о том, что СБУ вновь объявила Цемаха в розыск, хочет вернуть его в тюрьму. А вопрос о том, выдали бы его Нидерланды украинским коллегам, это из разряда, конечно, риторических, хотя эти вопросы тоже мы читаем в средствах массовой информации. Вот возникает вопрос, действительно ли следствие интересует его показания. Это вот фактический вопрос. Я хочу напомнить, что ранее он был уже допрошен голландскими следователями. Они провели с ним соответствующие беседы, когда он находился в украинском плену. Причем все это было сделано, как мы понимаем, теперь в условиях физического и психологического давления. Те, кто его допрашивал, могут, в общем-то, по квалификации считаться и соучастниками преступных действий в отношении этого человека. По совершенно понятным причинам у него, видимо, нет особого желания напрямую общаться ни с нидерландскими, ни с австралийскими, ни, естественно, с украинскими следователями. Тем не менее, в открытых источниках неоднократно сообщалось о его готовности дать показания в интересах установления истины. И подобный подход, в том числе Нидерландов, к получению свидетельских показаний, заставляет усомниться в их приверженности требованиям резолюции 2166 Совета Безопасности ООН о полном, всестороннем и независимом расследовании всех обстоятельств трагедии. Извините, что так полно, но и материалов было опубликовано немало на этот счет. Если вопросов больше нет, то я прощаюсь с вами до следующего раза. Спасибо.